Сегодня 2 июля, день реки Лена. И с нами генеральный директор водоканала Анатолий Андреевич Коржигасов. Действительно, сегодня 2 июля, и чем он все-таки для водоканала знаменателен? Ну, для водоканала это, конечно, очень знаменательный день. Сегодня день реки Лена. Почему знаменательный? Потому что мы пользуемся водой реки Лена и, очищая, подаем в город Якутск. Поэтому мы взяли для себя, как правило, постоянно очищать берег реки Лена. Мы это делали 11 июня, перед Днем Республики. И вот сегодня, 2 июля, мы провели забег, эстафету. После эстафеты будет тоже дальше продолжение субботника, мы будем убираться. Вот. Но сегодня, к сожалению, многие команды, которые мы пригласили по каким-то объективным причинам, не пришли. Пришла только две команды, команда независимых экологов и команда Министерства экологии и природопользования нашей республики Саха-Якутия. За что я им благодарен. Значит, кроме того, сегодня день рождения Аксентьевой Сарданы Владимировны. Я ее поздравил, и она обещала обязательно, что команда администрации города Якутска примет участие в следующем году. И я думаю, в следующем году у нас уже команда будет намного больше. И в связи с тем, что мало команды, мы поставили водоканал 2 команды. И вот вторая команда, мы заняли 3-е место. А вот какие особенности эстафеты? Потому что сразу, дорогие друзья, хочу предупредить, сам генеральный директор участвовал в этой эстафете. Как видите, заслуженная победа, да? Но хотелось бы узнать, действительно, есть какие-то сложности в этой эстафете? Может быть, команды испугались, а? Нет, я думаю, нет. На самом деле объективные такие причины были. Тут сложностей нет. Значит, эстафета вся проходит внутри водозаборных сооружений, территории водозаборных сооружений, асфальтированная территория. Может быть, кому-то, кто привык бежать по грунтовой дороге, может быть тяжеловато, но на самом деле это совсем не так. Значит, эта эстафета для чего делается, могут спросить тогда. Чтобы еще раз, лишний раз обратить внимание общества к той ситуации и к тем проблемам, которые уже потихонечку начинают появляться на реке Лена. Мы знаем, есть 2 федеральные программы. Это зашито восстановление великой реки Волги. Также зашито озеро Байкал. Тоже это великий водоем мира, да? Но недавно был водный конгресс, Всероссийский водный конгресс, где мы в составе 6 человек водоканал участвовали. Участвовал Министерство охраны природы Республики Саха-Якутия, министр сам лично участвовал, Сахалмин Миланович. И мы там выступали на этом водном конгрессе о том, чтобы необходимы дополнительные федеральные программы, в том числе федеральная программа по защите реки Лена. Почему? Потому что многие другие регионы очень сильно ставят такой вопрос. Это регионы вдоль бассейна Дона, вдоль бассейна Камы, Урала, Терека. Значит, у них на самом деле ситуация катастрофическая. И когда я выступал, я так и сказал, что не надо доводить сначала до катастрофической ситуации, а потом уже выдумывать там какие-то федеральные программы и защищать уже то, что уже когда прошло точку возврата. И, конечно же, все те регионы, которые ставили свой вопрос, они очень сильно поддержали нас, поддержали в том смысле, что если бы и Дон, и Терек, и Урал не были бы доведены до этого состояния, а раньше уже начали бы они ставить эти вопросы, то у них была бы ситуация намного лучше. И поэтому они поблагодарили нашему коллективу, что мы уже заранее беспокоимся о состоянии реки Лена. Поэтому лишний раз, если есть
возможность, надо все-таки обращать внимание общественности, не только нашей якутской, но и российской, и мировой общественности на состояние по нашей матушке реки Лина. А вот весной мы делали очень много программ по поводу загрязнения, да, но мне сказали, что есть инвестиционная программа Республики Саха-Якутия, и в ней водоканал уже принимает участие и уже готовит и запускает даже объекты. Значит, эта программа, да, на самом деле принята. Значит, на основании второго указа главы Республики Саха-Якутия Николая Сергеевича была принята эта программа, значит, обеспечение строительства водочных сооружений, канализационных очистных сооружений по республике, на территории республики. Мы обязаны этим заниматься и будем этим заниматься. На сегодня идет вопрос поиска финансов. Значит, если Великую группу улусов снабжает, частично, скажем так, Алроса, то по всей остальной территории надо еще изыскивать денежные ресурсы. Поэтому нам необходимо, конечно же, попасть в первую очередь в федеральные программы. И от вас, как от генерального директора в День реки Лена, какие примитивные меры можно взять сейчас, вот нам продемонстрировать водоканал на берегу реки Лена, чтобы его очищать? Самое главное, я считаю, что это не загрязнять в первую очередь, то есть в первую очередь ничего не выкидывать, в первую очередь ничего не сливать. У нас, к сожалению, по многим населенным пунктам неочищенные канализационные стоки попадают в нашу реку, в наши реки, скажем так, да. Поэтому в первую очередь этого не надо делать. А затем уже во вторую очередь, конечно же, при случае возможности всегда за собой убирать, и даже проходя мимо, если вы видите на берегу какой-то мусор, конечно же, постараться убирать. А если это невозможно, то, по крайней мере, позвонить в администрацию того или иного населенного пункта, объявить, что там есть мусор, чтобы они уже, если это в больших масштабах, организовали там субботник с привлечением спецтехники и так далее, и так далее. Спасибо еще раз, дорогие друзья, вас с праздником реки Лена. А мы на уборку.